Ассаляму алейкум, в эфире программа General Studio и я, ее ведущая Алия Хаджабадинова. Сегодня у нас в гостях музыкант, играющий на японской флейте, композитор Сергей Максименко. Встречайте! Итак, дорогие друзья, хочу вас ближе познакомить с сегодняшним героем. Это мастер игры на японской флейте Сергей Максименко. Ассаляму алейкум, хош келдіңіз.
Алейкум ассалам. Как настроение? Бодрое. Сергей, 10 лет назад вы познакомились с этим инструментом, называется он щекухачи. Да. Расскажите, как вас с ним свела судьба? В этом мне помогла практика йоги, которой я уже занимался в то время. И я немножко... У меня поменялись вкусы в музыке. Я стал слушать немножко такую более медитативную, более спокойную музыку, нежели до йоги. Вот. И благодаря тому, что мои уши были открыты для щекухачи, я ее услышал. И она завладела моим сердцем и сознанием. Но естественно, что... нет, это было не 10 лет назад. 10 лет назад я начал на ней учиться играть. А услышал я гораздо раньше, и просто потом какое-то время я слушал эту музыку, слушал, пока в один момент я не понял, что... Ну, это было такое вот внутреннее ощущение, что все, я должен найти этот инструмент и попробовать научиться на нем играть. Чему вас учит философия этого инструмента?
Есть такая прекрасная фраза, мысль такая, сейчас, Ичион Джобутсу, значит, просветление или Будда, это два слова синонимы, просветление в каждом звуке. И вот эта мысль, она как бы пронизывает весь репертуар медитативной музыки флейты шакухачи. Один звук, то есть это не какие-то взятые откуда-то из книги слова, это действительно вот мой реальный опыт, то, что я говорил минуту назад, да, это когда я услышал звук флейты, и он что-то со мной сделал. Да, это был один там, или два звука, то есть или какая-то мелодия, ну, неважно. Я преподаю сейчас уже этот инструмент. И на одном из занятий у нас было человек 5, мы так сидели в кругу, и такое у нас было упражнение, мы как бы передавали звук по кругу. Вот один участник извлекает звук какой-то, любой, какой он хочет в данный момент. Потом следующий участник, и так по кругу каждый свой звук извлекает. И вот на занятии была девушка одна, вот впервые она пришла на занятие, или, может быть, второй раз, я уже точно не помню. И она вот издает свой звук, какой-то вот такой абсолютно звук новичка. И как бы вот это вот круг закончился, и несколько человек в зале, вот я, еще там пару ребят, отметили, какой у тебя был прекрасный звук. Вот одна нота, да, вот. Одна и та же нота, но как звучит по-разному, да? Насколько она может затронуть что-то. Вы играли колыскову, колыбельную, и она была очень ритмично и быстро закончилась. Почему? Ну, это такой вот, такая фишка, что ли, моя. Вообще, репертуар японских классических мелодий,
он такой с легкой такой грустью, так скажем. Вот. И особенно люди, которые впервые слышат эту флейту, очень часто говорят: а у вас нет ничего, чего-нибудь повеселее? Знакомая ситуация. Да. Вот. У меня есть такие даже миксы, опять-таки, из грустных мелодий. Какие-то народные колыбельные японские и народные украинские. Они вот там какие-то, вот я выбрал в одной тональности, и одна переходит в другую, и вот так вот я показываю родство культур. А что касается этой колыбельной, то мне показалось, что она вот может звучать вот так, ритмично, быстрее, чем она звучит на самом деле. И мне нравится. И так еще вот во время концерта говоришь: вот сейчас будет японская колыбельная, вот можно там вздремнуть, отдохнуть, расслабиться. И тут такое немножко противоположное, такой контраст. В общем, так, И, честно говоря, я думала, что просто японские дети быстро засыпают. И...
Нотная грамота у японцев отличается от нашей привычной, да? И в чем отличие, в чем особенности, какие особенности? Я бы сказал, что это не нотная грамота, это то, что у нас называется табулатура, табы, да, такие. Там значки — это символы японской азбуки катакана. Им присвоены определенные положения пальцев на флейте, то есть на любом инструменте, на маленьком, на большом, одно и то же положение будет обозначаться одним значком, то есть это не высота ноты. Вот. Плюс там еще есть пометки касательно дыхания, каким оно должно быть: ровным, плавным, резким, каким-то ветреным, каким-то прерывистым. Вот, это такие вот классическое такое обозначение, хотя они сейчас в современной музыке они используют двойное обозначение, и нотный стан под ним или сверху могут быть вот эти вот значки. Вот, но вот в тех нотах, которые вот вы видели, которыми записаны медитативные пьесы Хон Киоку, они вот такие вот, да, классические.
С какими музыкальными коллективами вы сотрудничаете сейчас? Сейчас очень плотно, тесно играю с Паней Вальковой. Вот, прекрасное трио. Вот, спасибо им, что зовут. Вот записали видео песни «Космополитик». Такая хорошая, красивая песня, в которой звучит много таких этнических разных инструментов, в том числе щакухачи. Также сотрудничаю с коллективом Аваэдель. Иранский коллектив. Иран. Ну, они играют, да, такую ближневосточную музыку. Вот. Ну, также с разными другими музыкантами. Интересно всегда получить какой-то новый опыт. Угу. Какие планы на будущее? Вот есть один план, да, хочу записать какой-то альбомчик такой небольшой своей музыки, вот то, что тоже вы слышали, вот с гитарой, то есть такой вот, то, что на концертах я называю live looping, вот этот вот процесс записи, воспроизведения, игры на разных инструментах. Вот хочу оформить это вот в таком записать это варианте, все. да. Суға қартынық тынық алдыда мені бір янық суға herkes tatlı uykuda men gezerim uyanık herkes tatlı uykuda men gezerim Наша программа подходит к концу. Спасибо большое, Сергей, что пришли сегодня к нам в гости, подарили свою музыку и познакомили нас со своим инструментом. Спасибо вам большое, спасибо, что пригласили. На этом все, дорогие друзья. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.